практически ми им подарили две ситуации, можно било избеći, конечно. Потом, особено после гола, который забили, ми выглядали по-другому совсем, получили это, что требовали от команды, прогресс, если сравнивать игру со Зенитом, конечно. Прогрессировали, не могу сказать, доминировали в игре, но контролировали определено, но большой часть игры, и добили се этого прогресса, который ждали, который требовали от футболистов, но пока это недостаточно, чтобы забрали очки у таких команд, как Зенит или Рубин. Но в то же время, по-моему, мы показали, что никому не будет легко с нами. Можно ли сказать, что вот причина двух поражений огромна на старте сезона — это все-таки короткая скамейка, такой недостаток ресурсов, потому что многие лидеры травмированы, и вот от этого, наверное, можно... Но я не люблю отмазки, не люблю никаких оправданий, что у нас есть, то есть. Мы стараемся добиться максимального качества из этого, что у нас есть, так что не буду говорить, кого не хватает, кто травмирован, кого у нас есть. У нас есть команда, как сейчас есть, и мы стараемся добиться максимального из этой команды. То есть, если исключить стандарты, то поворотом практически не били. С чем это связано? Не знаю, надо посмотреть статистику, надо посмотреть игру снова, но, например, если бы мы сейчас забили гол, это последняя атака, которая была, но это совсем хороший момент, Бардабахин, 16-17 метров, тогда бы говорили по-другому, наверное, бы поздравляли нас с ничьей против Зенита, но да, я согласен, тоже была проблемная ситуация против Зенита, когда у нас было качество продвижения мяча, первая треть, вторая треть, но потом, когда добираемся до последней трети, когда добираемся до последней стадии атаки, там точно не хватает удара, не хватает резких движений, не хватает качественных решений, прежде всего, либо уверенности, что можем забить гол, этого точно нам не хватает, и в переходных фазах после потери мяча. То же самое проблема была на этой игре, но, по-моему, лучше контролировали переходные фазы после потери мяча, особенно второй тайм. Очень мало этих переходных фаз было у Рубина, но, конечно, у них качество, надо думать об этом, что Зенит и Рубин являются очень сильными командами, и, конечно, у них будут моменты.